Юные жители спальных районов должны развиваться на уровне с теми ребятами, которые проживают в центре столицы. Взяв за основу эту мысль, руководители детского образовательного центра «Умники и умницы» решили открыть филиал своей организации в новом районе. Идея создания подобного образовательного центра возникла у организаторов проекта еще в 2015 году. Тогда и был начат первый стартап, который оказался достаточно удачным. Мы решили поднять уровень образования еще и здесь, в новом районе, так как здесь детишек много, а в город им ехать тяжело, поэтому с такими максимально низкими ценами мы решили открыться и здесь. Теперь местные малыши и школьники смогут посещать занятия по абхазскому языку и другим предметам, не уезжая далеко от дома, говорит Асида Мушба. Так как у нас с абхазским языком проблемы, мы решили, что нужно усовершенствовать вот эти пробелы. Помимо абхазского у нас есть такие предметы, как русский язык, английский язык и математика. У нас индивидуальный подход к каждому ребенку, как групповые занятия, так и индивидуальные. На базе организации также ведется подготовка дошкольников. До этого дня многие семьи, проживающие в новом районе, возили детей на занятия в центр города. Сегодня у них появилась возможность посещать уроки у себя в районе. Если сравнивать знания моего ребенка с детьми, которые ходили в нулевой класс, то у него знаний, конечно, намного больше, он более подготовлен, дают знания, не просто занимаются, и занимаются еще, что мне очень понравилось, в игровой форме. Открытие центра получилось действительно праздничным. В новом помещении собралось немало местных ребят. Для них были приготовлены сладкие угощения и игры с аниматорами. Дети тоже пришли подготовленными. Основной упор в центре делается на изучение абхазского языка. С самого раннего возраста детям в интерактивной форме предлагаются различные игры, что позволяет общаться и мыслить на абхазском. Такой центр, он важен для жителей нового района, потому что здесь очень много детишек, здесь инфраструктура развивается, и детям важно изучать абхазский язык в первую очередь, потому что многие детки именно в городской среде, они, как правило, плохо знают абхазский язык, и вот основной упор вот в этом центре сделан на то, чтобы дети изучали, чтобы они понимали родной свой язык. Подопечные образовательного центра могут похвастаться определенным багажом знаний, который позволяет им без труда осваивать учебную программу в школе. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.